Все, доброе утро. Проснулся, время 10. Я сегодня в 3 часа утра проснулся, не мог заснуть. Где-то, наверное, только в 6 заснул и, соответственно, вот так проспал. Сейчас все, уже собрался почти, сейчас отчаливаю. О, Алена! Привет! Что это у тебя за тарантайка? Тарантайка. Да, тебя. Давай. Пошли, поехали. Разворачиваемся, в общем, уедем туда. Ага. В край деревни, что ли, тот? Там будет поворот, мы завернем его. А, поехали. Относится. Я что-то определенно сказать трудно. Да. Вот, заехал в гости к Алене. Алена моя одногруппница, когда учился в педуниверситете. Учились мы, правда, недолго, всего-то месяца 3 совместно, когда меня забрали в армию, потом меня. Но все равно вспоминаем, встречаемся по возможности, как будто 5 лет проучились. Группой собираемся, да, когда там экватор у нас был, называли Никиту, да. Да, вот поэтому грех было мимо проехать. Сейчас на чаек заехал. Ее зовут Артемида. Артемида? Да, она у нас богиня охоты. О, мышеловка, птицеловка. Да, и более всех познала. Она и мышей. О, аж запыхается. Ну, ему жарко, наверное, да? Нет, он, вот, видишь, дергается вот так вот, и ошейник, наверное, давит на горло. Вот. Ох, все, Алена уехала к себе. А я сейчас на выезде из деревни. Сейчас жду еще человека одного, Илью Архипова, нашего друга старого. На машине из Чебоксар едет. Сейчас должны встретиться. Вот. Илья приехал. Сейчас хочет меня в свою деревню, Челкумаги забрать, да, Канашского района. Я уже думаю, как можно отказываться, раз такая возможность есть. Прилетел с Новочебоксарска. Да, поэтому сейчас ездим. О, спасибо большое. Здесь орехи. Хорошо. Ну, сами, как бы, надо было сказать, чтобы сюда едут. Ну, ехать-то фигня тут, в принципе. Да. Вот ребята наши канашские поехали меня встречать, а я тут на машине еду, короче. GPS-система активна. Ну, ребята не сказали, не предупредили, что едут ко мне. Вот теперь в Канаш обратно поедут. Ну ничего, потом там встретимся в Канаше. Вовремя в машину сели, дождик пошел. Вот здесь уже доехали до Челкумаги деревни. Сейчас по достопримечательностям проедемся немножко, посмотрим. Ох, прохладно-то стало. Закройте, пожалуйста, Хорошо. потому что во время пасхальной службы, видимо, оставили Хорошо. открытый, там голуби. Надо мыть, а времени некогда. 1882 года церковь. Там есть келья монаха, напротив, какая-нибудь, Хорошо, ага. Келья монаха здесь, видимо. А, да. Да. А, тут закрыто. Ой. Ага. ну там, видите, пока икону поставили, которые, ну, как запасили. Ого. Да, интересно. Это когда восстанавливался храм, он не скрывался на воду. Сейчас поднимусь. Ого, тут как. Да.
Вот, чуть только задел. Оба. Осторожно. О. Тот колокол не был сейчас старинный. Вот. Да, уже больше. Они равны тональности. Там келью посмотрел. Ага. Да, интересная церковь. Да, благо, что возможность так дали залезть наверх, посмотреть еще келью монаха. Интересно, конечно. Но так, конечно, немножко не по себе в келье. О, яшка. Чувашский. Да. В гости заехали к Илье. Это не родной дом, да, получается? Родной, где родился. А, где родился уже, да? Да. Во. Ох, вкусный яшка был, поели. Сейчас поедем во враг смотреть камни, где добывали. Тут куцик, как всегда. Чаваш, кужак. Кужак-зем. Да, морда? Нашли на месте преступления. Вот бетон свеженький был. Ну-ка, твои лапенди. Точно, вот бандит, кто ходил. Вот бандит, кто ходил. Из-под песка валуны выходит, да, Ага. Вот здесь, как говорят местные, добывался камень. Собственно, деревня называется Челкумаги, каменная печка. То есть добывали камни в Чувашии, где-то единственное место, да, вот, где был такой типа гранита, твердая порода, вон там видно. Валяется, сейчас никому не надо уже. Сблизить можно его чуть-чуть? Да, потом этот уже. А, потом. Вот наши чувашские серма, чаваш серма, наши овраги. Красиво. Да, камни сейчас стали. Здесь что, картошка, да? Вот как раз такие вот камни. Оп, венчик, покажу. А? Все, в Канаше доехали. Быстрый такой экскурс по Челкумаги. Спасибо, Илья, большое за гостеприимство. Будем рады. Да, вон уже ребята наши канашские ждут. Поеду с ними. Вот здесь праздник, сегодня же День России, 12 июня. Обязательно помогут вам воссоединиться. Так что хорошо. Сейчас репортер, говорит, ждет. Sevgili İşçimiz Güren, Şambada Sınavizli Bilgin, Kırrı Yılazan Sevgili Kumalı Gumula. Nadiri? Пообщаемся немножко. Хорошо, хорошо. Газета «Мой Канаш». Нет, газета «Канаш» и «Канаш Лень». А, Две Канаш. газеты. Она и на чувашском языке. Нет, две газеты. Одна на чувашском, другая на русском языке. Вот, хорошо. Давайте. Сейчас поедем. Фух, отстрелялись. Давно у меня не было репортажей таких. Ну, мы следим за вами точно. У него фильм выпуск идет. Он говорит,
Сначала мы изобразим, что берем интервью, да? А потом просто на память фотографируемся. Ребята уже сегодня дали по полям. По лесам, по полям. Мотанулись за мной, говорит. А потом... Поехали, говорит. А. На сайте будет, да, или газета уже потом? Газеты Да, в газету и на сайте, и ВКонтакте. Все, газету надо сохранить будет, потом найти. Ну, сейчас едем по центральным улицам Канаша чуть-чуть. Может, в музей заедем, посмотрим, если он работает. Расхреначили деревья просто. О, аллея! Аллея знаков зодиака, говорит, из деревьев типа старых шлепнули. Где водолей-то тут? А, нет, это что, как бы вырезанные. Да, вырезанные. Ну, интересная идея, конечно. Только что-то не смотрится здесь. Че? На основании старого дерева поставили. То есть не само дерево. А-а. Ну, надеюсь, они не живые были, конечно. Старые тополя были. Старые тополя. Гринписа на них не хватает. На Канаш. О! Круто сделано. А. Серега возмущается качеством дорог, говорит, плохие дороги в Канаше. Да, оба. Не везде, конечно. Есть еще, есть хорошие дороги. Вон, колеса сломаешь тут, блин. Это для велосипедистов, что ли, полоса? Вот, дворец культуры тот самый. Лет 6 назад здесь я ставил спектакль, когда работал в Чуваш драмтеатре. Мы приезжали сюда со спектаклем. Такие светлые воспоминания прям. Да, как здесь ездить, я не знаю. О, привет. Да, объехать можешь? А? Направо посмотреть. О, мотор-вагонное депо, то самый канашский вагонный завод. Знаменитый. Какую Россию? Всю большую Россию. Больше даже. Евразию всю. Может быть. Он к вам специально приехал, он с Китая. Вот посмотрите, вот это в интернете набьете и много чего увидите. Да. Вот хотели паровоз показать. Пропустите нас. СССР. Оплот мира. О, это что, первый паровоз? Ну, наверное, один из первых. Ну, Бресик примерно такой же стоит. Оп. У нашего города. Ну да. О, памятник. Урал. Памятник огнеборцам. Нормально. Ну он по-любому не работает, сегодня понедельник. Еще и вторник? Ничего себе, отстал. Да? Ого! Вот и вокзал.
железнодорожная, откуда мы с Настей отправлялись в Сибирь в декабре еще. То есть Канаш это единственная развязка железнодорожная, соединяющая со всей остальной Россией в Чувашии. То есть Чебоксар это тупиковая ветка, получается, из Чебоксар до Канаша идет. А здесь уже все по всем направлениям расходится. Все, сейчас снова в парк заехали. Прикольно здесь парк. И едем на выезд на Комсомольское, на выезд из города. В прошлый раз я где-то там в поле ночевал, слева. О, Пашка приехал, канашский. Под моим началом до Чебоксар доехал с Канаша. Подвиг сделал, а теперь, говорит, продал велик. Другой взял? Другой взял, да? Ну вот, будем надеяться, что и до Москвы доедет, или до Владивостока. Но пока на машине гоняет он. Сейчас ребята меня провожают, то есть Серега. Нет. Все, провожают ребята. Вон, еду себе, смотрю, тут Денис стоит. Инстаграмный друг. Ты и ВКонтакте тоже? Да, все, вот первый раз увиделись. Ну, у меня постоянно так практически всегда. Все они такие. Все в Инстаграме живут у меня, а вот увидеться редко получается. Нормально, пойдет. Просто домой. Да. Все, Денис, давай. Пока. Пока. О, что, еду дальше на... Сейчас на Комсомольское. В Комсомольском останавливаться не буду. Сейчас связался с Яльчиками. В Яльчиках меня уже ждут. Сегодня уже доеду. Там километров 40 мне еще ехать. Вот, так что едем. Ух. Вот и Комсомольский район. Погодка замечательная, такой дождик весь день накрапывает сегодня. Хорошо, хоть не холодно, можно ездить без штанов. Крюк хороший на трассе нашел. Как раз хотел купить к дороге его, вот сам нашелся. Вот и Комсомольская. Заезжать я в него не буду, меня там никто не ждет и смотреть там особо нечего. Такой же поселок, как Янтиково, Урмары. Время терять просто не буду, я могу, конечно, заехать. Но что-то дождик все сильнее начинается. Время терять не хочу, сразу на Яльчики поеду.
Ребята уже выехали меня встречать. Вот это все трасса А-151, то, что я с Канаша еду. А сама она начинается с Цивильска, развязка от М7. И вот и едет там на Сызрань, в общем, на юг. Тянется. Все, мне налево, на Яльчике. Ветер сильный вообще встречный, неприятный, столько сил забирает. Вот сейчас отдохну чуть-чуть. Вкусняшек перекусил, который Илья в дорогу дал. Красота здесь, конечно. Яльчикский район, Батаревский, вот этот юго-восток Чувашии. Он такой сельскохозяйственный, здесь земля хорошая такая, черноземная. Поэтому здесь картошка, всякая кукуруза, много чего выращивают. И лесов, соответственно, мало. Если и были, их выкорчевывали. Земля хорошая просто. Вон, земля прям черная-черная. Непривычно видеть. У нас всегда какая-то серая, такая светлая. Тут прям черная. Да, в Чувашии все-таки как ландшафт меняется. Ландшафт, состав леса, вообще свойства земли, состав земли. То было много лесов, теперь открытые пространства, красота. О, ребята едут. О, яльчики, яльчики, саламчики. Здорово. Привет, пацаны. Привет. Оба. Привет, привет. Оба, наконец доехал до вас. Все как там? Да, отлично. Дела и все. Салам. Здорово. Здорово. Юра, Виктор. Все. Другой Виктор. Два Виктора, один Юра. О, как раз на границе мы, да? Да. А мы после велопробега, как бы 50 километров. Сегодня аж соточку уже намотали, не? Ну да. Соточку будете, обратно доедем. Потом сидим, пьем чай. Позвоню к Сереге, потом к тебе. Этот, долго ехали, что ли? Ветер встречный же вам, да, сейчас? Ну, минут за 40 доедем. Я сейчас вообще кайфую, еду, прям качусь, короче. Ну то же самое будет до конца там. Да. Все, доехали Яльчикский район. Ветер утих, вообще, сразу ветер утих. Путешествие, да, вот, подарили, которое другое. Да. А ты тоже едешь? Или вот ты место? Он районный? Нет. А есть климат? На парламент? Вот здесь 5 лет назад я купался в Святом Источнике, вон там внизу. А здесь сделано наподобие юба чувашского, типа Кереметь. После поворота до Яльчиков, кажется, финишная прямая. Но что-то такая долгая финишная прямая. Сейчас чуть-чуть отдохнем, постоим на остановке. Никита, 50 грамм? Фига вот там. Энерджайзера. Можно тебе? Можно, конечно, А? Можно тебе? Не, я не хочу сейчас, ты что? На велике же, на права не нужны. Сейчас.
Все, яльчики. Яльчики, яльчики. Доехали. Ну чё, Эльчек, качезем? Оба! Все. Автобус. 1588 год. Основание. Ну, наверное, раньше все равно, да? Яльчики. Яльчики были вечно, наверное. Все, у Вити дома. Велики спустили. Привет. В подвал. Вот на самом краю яльчиков находимся. Там завтра покажу. Видок, конечно, обзавидуешься. Завтра, да. Солнце из окна вершины здесь. Посиди, пулемон надо здесь. Хлеб не сюда. Хлебный? А хлебный, да, я вас помните. Пулемон посиди, ахлы. Да, редко задача. 40 год тоже, если буду расширить. Да, я. Уже. Все, ребята собираются. За завтра увидимся, да? Хорошо. Потом.